Да, сейчас нормально. Кристине, передайте, пожалуйста. Значит, друзья, мы разбираемся небольшие технические палатки. Но в силу того, что это первая наша лекция, значит, у меня еще будет одна просьба к вам, друзья мои. Я вас очень прошу, главное в любом деле это дисциплина. Значит, мы будем с вами встречаться каждый вторник и четверг. Если какие-то дни там будут конференции или еще что-то, я вас буду заранее предупреждать. Все вы меня найдете, в основном здесь молодежь присутствует, все вы меня найдете в Фейсбуке, и там у нас есть группа в мессенджере, чтобы я мог информацию вам скидывать и так далее, и так далее. Потому что будет очень много видеоматериалов, музыки, наглядных материалов, греческих фильмов и так далее, и так далее. Без всего этого мы не сможем освоить этот язык. И поэтому дисциплина очень важна. Чтобы каждый вторник и четверг ровно без 15:04 вы здесь все уже были. Без 10, да, максимально время. Значит, я не буду уже представляться, значит, директор института уже представил. Друзья мои, мне очень отрадно, во-первых, видеть такое количество молодежи, которая заинтересовалась изучением греческого и потом древнегреческого языка. Отрадно, потому что без знания этого языка, особенно для аспирантов, для студентов, занимающихся историей, средневековым периодом истории Абхазии, античным периодом истории Абхазии, археологией, или намерены заниматься этими предметами, без этого языка ничего не получится. Потому что до сегодняшнего дня все, что мы знаем об истории, о философии, о медицине, о любой другой науке, кроме кинематографии, которая была придумана не греками в позднейшее время, все остальное описалось на греческом языке. Поэтому без знания этого языка ничего не получится. Особенно акцент я делаю на студентах и аспирантах, значит, и в том числе университета, и нашего института. Я бы сказал даже так, что для вас, кто здесь присутствует, есть здесь аспиранты и младшие научные сотрудники нашего института, передайте своим коллегам, особенно молодым, для вас, собственно говоря, такой предмет вообще должен быть принудительный. Не добровольный, а принудительный, потому что без него ничего не получится. Сегодняшняя историческая и вообще исследовательская наука, она работает совершенно по-другому, как нежели когда-то мы привыкли это делать. И если вы не будете видеть оригиналы текстов, не будете читать, знакомиться с рукописью, ничего не получится. Безусловно, греческий язык непростой, но бояться его не надо. Значит, как изучение любого другого языка. Один мой друг сказал так, сравнивая сложность языка и методику изучения, говорит, например, когда учишь английский язык, вначале все кажется легким, а потом чем дальше, тем все сложнее. А в греческом наоборот, вначале все кажется очень тяжелым, и трудным, и непонятным, но чем дальше, тем легче. Поэтому, чтобы вас не отпугнуть древнегреческим, потому что это древний язык, и он грамматика сложная, все остальное сложное. Я начал свой курс с новогреческого языка, упрощенного, или, как они говорят, демотики, то есть народного, простонародного языка, который сегодня используется в нескольких странах, говорящих на греческих языках, и в тех странах, где проживают большие греческие диаспоры. Между древнегреческим и новогреческим, потому что тот, который сейчас мы будем с вами изучать, он официально называется новогреческий язык, на русском или демотики по-гречески. Между ними еще есть кафареуса, чистый язык, то есть тот, который сохраняет очень много элементов древнегреческого языка. Есть огромное количество диалектов. Например,
греки, которые проживают на территории Абхазии, те из них, кто сохранил язык свой, они говорят на понтийском диалекте и близок к древнегреческому, и современные греки, которые живут в Греции, и наши с вами греки не всегда друг друга могут понять. Настолько разница в этом диалекте. Почему? Потому что они жили далеко от нового греческого государства, и вот эти все реформы языковые не коснулись. Кстати сказать, должен заметить, что в процессе наших с вами занятий вы увидите, как люди упрощали язык, свой собственный язык. Почему я это говорю? Потому что вот мы говорим, надо учить абхазский, всем надо учить абхазский, но сложность нашего языка родного не позволяет нам и самим в должной мере использовать его, и тем более иностранцам изучать его. Вот все-таки вот такой процесс упрощения, который произошел в данном случае в греческом языке, наверное, должен быть и у нас. И вы увидите в процессе наших лекций, в том числе сегодняшней лекции, как это упрощение происходило. Дальше. Друзья мои, я еще раз повторяюсь, выучить можно все. Единственное, что для этого нужно, один мой первый преподаватель латинского языка, я в своей жизни начинал учить много языков, что-то осталось, что-то забыто, что-то хорошо знаю. Вот. И, кстати сказать, хочу сразу отметить, что я не расположен к изучению языков. То есть такого дара у меня никогда не было. Есть категория людей, надеюсь, среди вас они тоже есть, которым легко даются языки, без таких особых усилий, которые приходится делать мне и другим, кому от природы не дано дара изучения языков. Поэтому все, что я выучил, учил исключительно на собственном труде. Значит, нужно было сидеть долго, все заучивать и так далее, и так далее. То есть делалось в десяток раз больше усилий, чем кто-то любой другой. Поэтому, если даже у вас, у кого-то нет такой предрасположенности, это не означает, что вы язык выучить не можете. Так вот, Юрий Анатольевич Шичалин, он преподаватель классической филологии Московского государственного университета и преподавал у нас кружок греческого и латинского языка в Московской духовной академии. Вот так он нам говорил так. Друзья мои, несколько вещей, которые важны для изучения языка. Он говорит, первое, для изучения языка вдохновения не бывает. То есть, если мы будем ждать, что вдруг, значит, у нас появится такое поэтическое желание выучить язык, нет. Он говорит, это как женщина на кухне. Каждый день, в те времена, 2 раза, в день по 2 часа надо крутить мясорубку. Вот то же самое, приблизительно говорит, нужно делать с языком. Хотите вы, не хотите, в день как минимум 2 часа, и в данном случае на греческий язык должен уходить. Второе, нет никакого смысла изучать язык, если ты его не доводишь до какого-то уровня, который не забывается. То есть часто мы с вами, я тоже, когда начинал под энтузиазмом какие-то языки изучать, что-то начнем доходим до какого-то, потом все это забывается, бросается, потом через 3 года вспоминаем, мы вдруг себя ловим на том, что вообще ничего не помним из того, что мы учили, скажем, 4 или 5 лет. Поэтому, то есть нужно довести до какого-то серьезного уровня, когда уже язык не забывается. Хотя, вот я уже 4 года в Абхазии, не живу в греческой среде, жил я 8 лет в Греции, и все равно я чувствую, как забывается язык, потому что мне же не приходится общаться каждый день на этом языке. Но тем не менее я понимаю, что потери языка уже не будет. Как, например, в отношении других языков, которые я учил, сейчас с трудом мне что-то, возможно, даже сказать сложно будет. Поэтому всем вам, не боясь ничего, нужна работа и довести до какого-то уровня. И вы тогда увидите, как все остальное станет легко. Теперь, учу свою лекцию, вот смотрите всегда, экран. Я делаю, чтобы вам было видно. Вот вы видите там фразу «калиспера». Давайте мы запишем эту фразу. Поскольку вы еще не знаете алфавит греческий и не знаете правила писания, не привыкшая ваша рука
кстати, должен заметить, что вот я доску принес исключительно только для того, чтобы вы научились писать по-гречески. Так для себя. Почему? Потому что я уже сам, когда что-либо пишу на греческом, не помню, когда мне приходилось от руки писать. Потому что все это сейчас мы делаем на компьютере. Нет никакой необходимости хорошо знать каллиграфию и так далее. Тогда все это в наше время, поверьте мне, никакого значения не имеет. Если даже вы будете учиться в греческих университетах, вы все будете сдавать в онлайн, через интернет и так далее, и так далее. Но, тем не менее, для интереса, чтобы вам это было интересно, и вы знали, как в древности писали, мы освоим слегка, значит, каллиграфию греческую, как красиво. Да? Каллиграфия означает «кало», красиво, хорошо, графо, писать. Значит, пишите, пожалуйста. Если кто-то из вас не видит, вы напоминайте. Смотрите. За мной делайте, да? Спера. Ну, как получится на первый раз, да? Калиспера. Значит, это слово состоит из двух букв. Кали, кало, то есть хорошего, спера, исперено, и спера, вечера, хорошего вечера, да? Или добрый вечер, как мы говорим на русском, хлопзье, да? Как мы говорим на абхазском. Вечер слова ставим впереди по закону абхазского языка. Значит, теперь, почему я это слово вам говорю, запоминайте его, калиспера. Значит, все вместе со мной громко произносите. Калиспера. Еще раз организовано. Калиспера. Значит, и еще один раз повторим. Калиспера. Значит, теперь, всякий раз, заходя сюда, в аудиторию, вы меня увидите, вы обязательно, теперь надо мне говорить хлопзива или добрый вечер, вы говорите калиспера. Дальше. Как нужно обращаться ко мне? Пишем, пожалуйста. Значит, или там смотрите, или здесь смотрите, но смотрите на мою руку, да? П, па, тер, до, значит, вот это до, видите, вот так пишется, да? До, ро, фе, значит, склонение и все остальное, сейчас вам это не надо. Или патер. Запишите, пожалуйста. Значит, дальше. Смотрите как. Сейчас я вам объясню, просто вы для себя запишите. Патер, дорофе, патер. Я принес, чтобы показать вам специально, какие бы современные технологии не были, пока, значит, замена не найдена. Вот когда я был студентом, я делал вот такие карточки. Вот здесь урок номер 1. Так? Ну, понятно, что у меня художественное образование, художник-оформитель, поэтому эти карточки все ровные, там, значительно хорошо они входят в эту, значит, специальное приспособление, коробочка и все остальное. Это что значит? Вы должны взять бумагу А4, аккуратненько, линейкой расчертить, как вам удобно. Хотите больших размеров, хотите меньше, это не имеет никакого значения. Ну, я для себя делал вот такой стандарт. Здесь вы пишете на греческом языке, сзади на русском языке. Значит, вот такие карточки каждый раз, в том числе после сегодняшнего занятия, вы у себя дома создаете. Дальше. Сидите вы, значит, на берегу, едете там из нового района сюда или в университет. Время же есть. Чаще всего в наше время студенты одевают наушники, слушают там музыку, еще что-то. Это тоже все хорошо, но тем не менее, сели вы полчасика на берегу и едете полчаса на автобусе, в руках держите эти карточки. Не смущайтесь, что кто-то на вас будет смотреть странно, значит, удивляясь, чем вы занимаетесь. Вот.
Значит, вы смотрите греческое слово, в данном случае «опатерос». Ага, «патерос», что это значит? Отец. Дальше, сюда вкладываете второе слово «θέλω», что это значит? «Хочу». Ага, понятно. Сюда вкладываете «охи», что это значит? «Нет». Ага, сюда вкладываете. Вот таким образом. Когда вы 2, 3, 4 раза сделали с греческого на русский, потом переворачиваете карточку. И смотрите, здесь написано «рабочий». И вы начинаете думать, а как это по-гречески, как рабочий. «Эргатис». Ага, посмотрели, вначале не подсматривайте, да? Вначале задумайтесь и спросите себя, вспомните вы или нет, потому что вы уже с греческого на русский учили. Ага, эргатис. О, все правильно, запомнил дальше. И когда в вашей пачке, скажем, тут где-то слов, наверное, 40, так, вы из 40, когда уже через неделю спокойненько освоите все эти 40 слов, вы видите, что если какие-то слова никак не запоминаются, вы из этой пачки отдельно откладываете, чтобы потом для себя повторить, и вы чувствуете, что что-то не получается. Вот смотрите, у меня только одна пачка здесь, а их таких 15. Вот за время учебы, за 8 месяцев, вот все эти слова надо было учить. Без изучения слов ничего, друзья мои, не получится. Есть вторая методика. У вас на телефонах, я сейчас вам продемонстрирую, можете поставить соответствующие программы, даже тот же Google переводчик, и задали русское слово. Значит, сохранил, он вам показывает греческое. Единственное, знаете, не всегда, к сожалению, там адекватные бывают переводы, да, но как-то надо учитывать этот момент. Но, тем не менее, простая речь там хорошо переводится. Ага, вы какое-то слово задали, он перевел вам на греческий язык. И там есть программа, вы его сохраняете в своем телефоне, да. Потом листаете и смотрите, ага, вот это слово, вот это слово. Значит, это очень важный момент. Теперь запишем первые слова, которые нам с вами надо к следующему уроку уже выучить. Значит, если кому-то не видно, вы мне говорите, пожалуйста. Сейчас я красный возьму, чтобы было удобно. Так, О отдельно пишите. Чуть дальше. Патерос. О, патерос. О, патерос. Значит, вы уже заметили, да, что в греческих словах, какое бы вы греческое слово ни видели, везде стоит ударение. Это очень важный момент в греческом языке, поэтому здесь вы не сможете неправильно заучить то или иное греческое слово, они всегда с ударением. Ну, о разновидностях ударений, древних, современных и так далее, мы это все с вами дальше изучим. Единственное, что я хочу вам сказать, что они в новогреческом выкинули все ударения, значит, там их много разновидностей, и оставили только одно, вот такое ударение, которое вы сейчас видите на досочке. Она ставится именно вот так. Патерос. Здесь пишите. Отец. Да? И вот вы перед собой видите предки, если во множественном числе. Так. И священник. Обращение к священнику, да? Патерос. Это первое слово. Теперь обратите внимание, друзья, записали? Если вы что-то не успеваете, вы не стесняйтесь, пожалуйста. Записали? Значит, да? Может быть, вот там стулья есть, друзья мои, вы пересядьте, да. Да, вот один стульчик есть, пересядьте. Значит, все вместе со мной повторяем. О, патерос. О, патерос. Значит, что значит буква О? Это артикли. В греческом языке существуют артикли. Мы отдельно будем с вами их изучать. Сейчас вам не нужно совершенно их запоминать. В данном случае этот артикль мужского рода именительного падежа, единственного числа.
Смотрите, друзья мои, вот там, видите, у меня написано, указателями я вам показываю, «О патерос». Посмотрите, в древнегреческом это звучит «патыр», «патрос». Видите, как произошло изменение от древнегреческого «патыр», который современные греки не используют, «патрос» еще используют, «о патерос». Теперь дальше. Второе слово, это не нужно записывать, не надо запоминать мое имя, и так вы запомните. Дороtheos состоит из двух слов. Дорон, древнегреческий, дар, подарок, и плюс theos. Вот запишите это слово, потому что мы его сотни раз будем встречать. О Theos, значит, заглавное, пожалуйста, ну, здесь у меня просто в этом дается. Значит, заглавная фитра, я сейчас вам объясню. Бог, запиши. Это слово вы тоже должны запомнить. О Theos. Значит, повторим, пожалуйста, со мной. О опускайте, ее не нужно. Theos. Theos. Значит, запомните. Греческая фита – это английское «the». То есть кончик языка должен быть между зубами, да? Вот так должно быть. Theos. Теперь обратите внимание. Значит, буква фита передается. Это я вам почему пояснение делаю? Потому что вы все студенты, или будете писать работы, или будете изучать историю Абхазии, или религиозные верования, или филологию абхазскую и так далее. Все это вам пригодится. Почему? Потому что вот эта фита передается на европейские языки через букву Т. Не Ф, не Th, которую вы слышите, а букву Т. Соответственно, теос и очень вам знакомое слово теология. Видите, откуда оно происходит? Теология. На абхазский язык, у нас очень много примеров будет с абхазским языком связано, потому что мы с этой цивилизацией, говорившей на греческом языке, с вами связаны еще со времен основания античных колоний на территории Абхазии в VII веке до нашей эры, да, во время Великого греческого переселения. И с того времени тут топографические названия, имена, много слов вошло в абхазский язык и так далее, и так далее. Кстати сказать, этот пласт никем не изучен. Поэтому у вас здесь сидящих, если будет желание, вот, пожалуйста, вы можете пополнить изучение абхазского языка и ее истории. Да? Значит, вы можете пополнить вот такого рода работы. Вот теперь смотрите, на абхазский эта буква «ф» передается «т». Дарат. Почему по-абхазски говорит дарат? Но самое легкое слово, которое вы можете запомнить, Тамара. Значит, имя Тамара происходит от греческого, ну и еврейского, соответственно, Фомай. Вы поняли, да? Фомай. Оттуда происходит Тамара. Вот, казалось бы, да, сразу как вам открылась тайна имени. Вот. Значит, это просто для себя, пожалуйста, запомните. Главное, запомните слово «theos», потому что это ключевое слово, вот, которое мы будем с вами дальше много раз встречать. Дальше. Значит, курс новогреческого языка. По-гречески это звучит «Мαθимата тис неас эллиникис глоссис». Да? Значит, друзья мои, я почему не начинаю, и вы привыкаете к такой методике преподавания, если я начну вот с правил, да, сразу вам будет скучно. Да? Поэтому у нас будет и правила, и, значит, грамматика и все остальное вместе с живым языком, потому что это вовлечет, значит, у вас появится, простите, интерес. Теперь вот эта фраза, курс новогреческого языка, состоит из следующих слов,
которые мы с вами снова вносим в карточки дома и запоминаем. Записываем. Куда я делаю черный флаг? То, ма. Значит, пишите, да? То, ма, фи, ма. Вы не бойтесь, как там получается у вас, да? Главное, что, так сказать, вы видите. То, мафима, урок, занятие, лекция. Кому удобно, туда смотрите, кому удобно сюда. Когда я пишу, сюда смотрите. Это второе, значит, третье слово, которое мы с вами сейчас изучаем. Следующее, прилагательное. На, греческое на, вот так пишется, вы поняли, да? Неос, неа. Слышу глубокие вздохи. Не бойтесь, все это легко освоится. Неос, неа, нео. Новый. Ну и, соответственно, новое, да? К сожалению, вот аппаратура, так сказать, не позволяет. Нет, там, сейчас одну минуточку. Чтобы не вышло из... Еще минут. Он съест, потом вы не будете... Вот как-то вот так, наверное, да? Да. Значит, неос, неа, нео. Новый, новое. Второе значение. Снизу записывайте, да? Молодой, молодая, молодой и так далее, да? И юный. Дальше. Следующее слово. Сейчас мы это все произнесем, не переживайте. Простите, нео еще раз. Неос, неа, нео. Угу. Дальше. Следующее слово. Та, ли, ни, ка. Значит, если я спешу, вы мне потом скажете. Греческий язык. Та или ника? Та или ника? Ну и, соответственно, прилагательное ли, ни, ос. Вы видите, не видите, теперь как не определять. Ос. Ну, вот туда смотрите, да? Ли, ники. Ли, нико. Ли, нико. Греческое и так далее, да? Значит, обращаю ваше внимание. Сейчас мы произнесем, не переживайте. Вот видите, я там написал абхазское, да, абхазское, эллен без ша. Не аберзен без ша, это очень позднее заимствование через грузинский язык, да, попавший в абхазский язык. Да? Греки себя не называют греками, и свою страну они не называют Грецией. Да? Оэлинус грек и Эллада Греция, да? Или Лас, еще есть такая форма. Вот, поэтому, значит, ну, это уже другие транскрипции, которые разные народы, как это то же самое, как мы с вами себя и называем абхазы, да, абсуалхан. Просто вы запомните, в абхазском языке используйте всегда эллен без ша. Эллен без ша. Теперь повторяйте за мной. То, не слышу вас активнее, то мафима. Да. То мафима. Дальше. Неос,
Неа. Нео. Дальше. Та эллиника. Та эллиника. Ага. Дальше. Эллиникос. Эллиники. Эллинико. Значит, если вы будете в Греции, и вы скажете «Fellow кафе», я хочу кофе, да, вас спросят, какой кофе, да? Ну, капучино или там какой-то итальянский, или спросят вас обязательно «Эллинико», то есть греческое кофе. Значит, «Эллинико», греческое кофе, это то же самое кофе, которое мы с вами здесь в Абхазии варим, да? Значит, одни его называют восточным, другие его называют турецким кофе, греки называют его греческим. Ни одна из этих стран, включая нас, не производила это кофе, но все мы претендуем на принадлежность того, что это только наше. Да? Значит, но, чтобы вы понимали, они пьют именно так, вот, как мы пьем кофе. И причем с таким разделением, которое, помните, еще старый сухумчане, вот как-то я со Станиславом Засимовичем Лобоко зашел в кафе в Сухуми, и он, значит, официант пришла, он говорит, принесите зелень, он говорит, как вам сладкие, средние? Ну, он говорит, средние, но ближе к сладкому. Да? Вот, средние, но ниже, так сказать, без сахара, да? Вот какие-то такие очень тонкие разновидности существуют и у греков. Но вам это не нужно, вы с удовольствием выпьете только эллинико. Дальше. Весьма важное слово иглосса. Иглосса. Повторяйте со мной. Иглосса. Молодцы. С произношением я смотрю, все нормально. Кстати сказать, должен заметить, что я не знаю почему, но у абхазов вообще предрасположенность всегда была к правильному произношению любых слов любого языка. Да? Вот даже вы из Владикавказа знаете, что если мы все даже учили русский язык, например, все равно грузины всегда говорят с акцентом. То есть артикуляция, которая существует, она не позволяет им всегда, а мы с вами всегда очень четко на любом языке выговариваем. Но это, видимо, связано уже, так сказать, и со сложностью нашего языка. Вот. Дальше. Это слово тоже запоминаем. И глосса, язык. Ну, и анатомическое понимание, да, и как понятие филологическое. Язык. Так, теперь, по поводу учебных пособий. Теперь, значит, передышечку сделайте для себя, послушайте пока. Значит, по поводу учебных пособий, там много чего существует, но я принес для вас тоже Мандельсона, самоучитель греческого языка, это все в Греции покупал. Грамматика, малая грамматика новогреческого языка Манолиса Триандофилитиса на русском языке. Ну, это все вам, если кому-то будет интересно, вы подойдете, я могу вам дать ксерокопировать и так далее. Кстати сказать, в интернете вы наверняка это все найдете. Но, тем не менее, я вас постараюсь максимально охватить то, что вам нужно, без этих учебников. Единственное, что мне хотелось бы здесь отметить, вот, словари. Значит, словари – это очень важно. Вот, когда мы с вами будем в одной группе состоять, я вам вышлю PDF-формат самого главного словаря на русском языке, да? То есть русско-греческого, новогреческого русского словаря. Около 67 тысяч слов, составитель Хориков и Малеев. Значит, по редакции греческих авторов оно было издано в 1980 году и переиздавалось очень много раз, и я в том числе пользуюсь этим словарем, лучше него ничего не буду. Да? Но этот словарь, я вам потом ссылочку дам, вы для себя скачаете с интернета на телефон или на компьютере, чтобы вы всегда с собой имели, потому что вы уже не купите этот словарь нигде. Ну, еще ряд, я так для информации вам записал.
вот словари Хорикова, потом, значит, существуют русско-новогреческие словари, около 40 тысяч слов. Ионидис ее составил, тоже издавалось в 1966 году в Москве. Ну и, разумеется, греческие словари очень важные. Самый ведущий филолог, который жив до сих пор, Бабиньотис, Георгис Бабиньотис, профессор. Очень много его лекций в интернете. Потом, когда вы уже выучите язык, вы сможете совершенно спокойно, значит, пользоваться. Почему он очень важный автор, замечу, он всегда дает этимологическое объяснение. Откуда происходит слово, есть ли аналог в индоевропейском языке, да? Какие слова заимствованы из разных языков и так далее, и так далее. Кстати, греческий язык заимствовали, как вы понимаете, очень многие. Но рекорд, по-моему, в книге Гиннесса даже это внесено, в английский язык заимствовано более 40 тысяч слов. Я, насколько, если мне не изменяет память, огромное количество. И все, потом мы с вами увидим очень многие слова, которые у нас на слуху, которые мы думаем, что это русского или французского, или немецкого, или итальянского, или английского происхождения. Мы с вами потом увидим, что это все идет от древнегреческого языка. Теперь первая наша с вами сегодняшняя лекция – греческий алфавит. Значит, попрошу, друзья мои, вот отсюда и оттуда раздать. Передайте по одному листочку, чтобы всем хватило. Чтобы у всех на руках эти листки были. Значит, ну, один тоже мне дайте, чтобы я как-то... у меня хотя должно быть, сейчас я напишу. Да. У меня должно быть здесь. Ну, если один останется, передайте мне. Всем хватило? Главное, чтобы у всех на руках эти листки были. Всем хватило? Ага. Так, если один останется, мне тоже передайте, пожалуйста. Ну, спасибо. То есть получается в нашей группе 30 человек, потому что я сделал 30 распечаток. Теперь вот эти листки возьмите, пожалуйста. Друзья мои, пойдете, значит, в канцелярский магазин на проспекте, какой хотите, и купите вот такую папку. Видите, файловая папка. Когда я был студентом, я от руки сделал для себя такое учебное пособие. Вот я вам дал вот этот листок, вот здесь в первом листе напишите курс грамматики новогреческого языка, такой-то год, введи ваше имя, фамилию. Ну, вдруг, если у вас кто-то украдет, чтобы вы потом могли найти и иметь авторские права. И первый листок, который вы туда вложите, вот этот листок, который сейчас вы держите. Плюс к этому сделаете ксерокопию, значит, этого листка и повесите над своей головой на коечке или на дверях повесите это, с тем, чтобы вы, значит, видели и изучали этот алфавит. Обратите внимание, греческий алфавит, да? Название и произношение. Заглавные, первая строка, прописные, вторая строка, название на греческом, название на русском и соответствие в русском языке. Теперь. Так, uno momento. Значит, здесь тоже вы перед собой видите. Теперь на листочке, не на этом, в тетрадочках, записывайте, как пишем греческие буквы, орфография. Значит, буква А, понятно, там ничего особого не надо. Обычно, вы поймите, что русский язык заимствовал все, в основном, буквы тоже с греческого языка, да, кириллица так называемая. Мы тоже с вами используем, большинство этих букв у нас в абхазском языке тоже есть. Значит, буква А, да, по-русски, по-гречески альфа. Альфа.
Значит, теперь прописная. Смотрите, вот так. Сделайте еще раз. Как маленькие дети, знаете, тетрадка такая есть, вы потом купите себе и будете там дома, значит, прорисовывать, хорошо? Значит, альфа. Альфа. Что есть греческое, древнегреческое, оно писалось еще. Да? Давайте вам сейчас это не надо. Дальше. Вита. Буква Вита. Она пишется вот таким образом, смотрите. Поняли? Снизу начинаете и обводите. Снизу начинаете и обводите. Снизу начинаете и обводите. Вита. Кстати сказать, вот аспиранты, кто здесь есть, и младшие научные сотрудники, мы когда с вами пройдем курс, даст Бог, греческого и древнегреческого, мы еще изучим с вами отдельный предмет греческая палеография, да? Рукописи. Вот если вы посмотрите рукописи, сколько вариаций написания этих букв греческих каждым автором, и порой такая форма написания, что думаешь, что это вообще за буква, да? Потому что каждый же не обязательно рождается человеком хорошо пишущим, да? Красиво пишущим, да? Поэтому вот это стандартное я вам даю, потом я вам дам еще нестандартное. Дальше записываю. Гамма. Гамма, она пишется таким образом. Отсюда начинаете, вот так. Отсюда начинаете, вот так. Отсюда начинаете, вот так. Отсюда начинаете, вот так. Гамма. Дальше. Дельта. Она пишется вот таким образом. Отсюда начинаете и вот так. Отсюда начинаете и вот так. Отсюда начинаете и вот так. Дельта. Дальше. Швунгацку, швунгацку. Эпсилон. Ну, обычная буква «э», она пишется вот таким образом. Обязательно не пишите никогда вот так. Да? Она пишется вот таким образом. Дальше. Буква «зита». Значит, здесь немножко сложно, смотрите сюда. Хвостик, сверху начинаете, вот так и вот так. Хвостик, сверху начинаете, вот так и вот так. Хвостик, сверху начинаете, вот так и вот так. Ну, это мало вам пригодится, просто я даю вам, чтобы вы знали, потому что все равно на компьютере будете все это набирать. Дальше. Ита, похожая на английскую букву H, да? Значит, на чем у нас зита, ита. Теперь смотрите, вот здесь, вот отсюда начинаете и продолжаете хвост. Вот так начинаете, продолжаете хвост. Хотите с этим крючком, хотите без этого крючка, просто вот так, но продолжаете вниз хвост. Ну, собственно говоря, буква П, но вниз идет хвост. Значит, ита, дальше. Греческая фита с заглавным пишется вот так. Большой круг делаете, и вот здесь ставите черточку. Вот, очень просто все, да? Большой круг и черточка. Если прописная, она потоньше, и черточка полноценная. Вы поняли, да? Вы, друзья мои, как-то реагируете, да? Нет, чтобы я понимал. Значит, вот так. Вот она так идет, если быстро писать. Дальше. Йота. Большая так. Маленькая очень просто. Вот так. Без всяких там очень. Да. Йота. Дальше каппа.
Дальше. Лямбда L. Значит, она пишется вот так. Да? Сперва большая черточка, потом маленькая. Сперва большая черточка, вы что-нибудь видите, друзья мои, да? Я надеюсь, вы видите, да? Да. Видите, да, наверное? Значит, большая черточка, потом палочка. Теперь буква М, ми, ну, мы обычная. Теперь смотрите, прописная вот так. Вы поняли? Снизу, да? Да. Снизу с большой черточки начинаете. Если пи, значит, вы делали сверху, потом вниз, это точнее, простите, да? Вот. А это снизу, потом вверх. Вот так. Ну, это не важно, там, если чуть-чуть криво-косо будет, понятно, что это ми. Дальше. Значит, следующая буква ни. Ну, собственно, английская. Вот смотрите сюда. Заглавно. Вот так. Вы поняли? Такое какая-то чуть, так сказать, вот в таком виде она пишется. Вы поняли? Да. Это легко. Да? Нет, чтобы я... Да. А теперь, когда вы говорите «да», «нет», какое слово вы должны добавлять? Значит, «да, патер». «Да, патер». «Не, патер» по-гречески. «Не» — это «да». «Не, патер». «Не, патер». Еще раз, не слышу вас. «Не, патер». Теперь буква «кси». Вот привыкайте, что она вот так пишется, по-другому никак не пишется. Заглавная, но прописная, смотрите, сверху хвостик, раз, два и три. Вы поняли? Раз, два и три. Раз, два и три. Это кс. Кси. Дальше. Буква омикрон, там это все понятно. Дальше буква пи. Вот здесь она пишется следующим образом. Если уж совсем красиво каллиграфически, вот так. Вы поняли? Но если вы даже вот так напишите, ничего страшного. Да? Да. Значит, каллиграфически вот так надо, да? Но если вы и так напишете, ничего страшного. Пи. Дальше. Ро. Р. Да, обычная. Ро. Вот смотрите, как она пишется. Вот так. Да? Вот так. Вот так. Значит, для вас тоже я демонстрирую. Вот так. Вот так. Вот так. Ну, хотите, ради Бога, пишите так. Дальше. Сигма. Запоминайте. Греческая буква сигма пишется два варианта. Заглавная вот так. Да? Теперь два прописных. Один вот таким образом. И второй вот так. Смотрите. Один вот таким образом, второй вот так. Один вот таким образом, второй вот так. Каталаматы. Отвечайте, как я вам сказал. Каталаматы, это означает, вы поняли? Да. Не слышу. О, как легче будет запомнить. Не патер. Если вы не поняли, говорите ох. Ох. Но если еще есть мимика. Если вы не можете, вдруг вы не запомнили там ни охи, да? Если вдруг... Да, и еще мимика греческая, когда вы хотите меня позвать, ну, чтобы никто не слышал, как там... Если вы хотите меня как-то
Или вы рядом кто-то стоит, сидит там через дверь, да, и вы сейчас не будете на уроке кричать и говорить, ладно, вообще, да? Так вы же не будете. Так что, вот так. Дальше. Сигма вы запомнили. Запомните. Там у вас примечание в конце. Посмотрите. Буква сигма, вот такая вторая, употребляется только в конце слова. То есть, если такая в середине слова, так? Если такая всегда в конце слова. Вы поняли, да? Значит, друзья мои, да, я сейчас вам даю классические образцы современного новогреческого. Все это в античности имеет немножко другие тоже формы, но это вам сейчас не нужно, чтобы не было путаницы. Дальше. Греческая, значит, сигма таф, буква Т, таф, она пишется вот так. Такая, значит, крючок и вот внизу. Смотрите, крючок и внизу. Крючок и внизу. Тафт. Дальше. Греческая буква Ипсилон. Вот так. Прописная, простите, заглавная. И прописная вот так. Если вы вот так будете писать, это вполне достаточно. Вот так. Дальше. Греческая буква Фи. Значит, Ф, да? Обычно. Вот здесь, смотрите, вот так вы делаете. Она должна быть немножко длинной, да? Вот так вы делаете. Видите, с этой стороны более удачно пишется. Вот. Дальше. Греческая буква Хи. Ну, X или наша буква Х. Она пишется вот так, смотрите, вот так и потом вот так. Палочка и потом вот так. Палочка и потом вот так. Значит, палочка и потом вот так. Палочка и потом вот так. Ну, здесь я неудачно получилось, последний вариант. Так, дальше. И последний. Буква Пси. Кстати сказать, это слово пси. В греческом языке там масса будет всяких слов. Так, заглавная вот таким образом. Черточка и палка. Прописная, вот там, как вы видите, внизу, и палка ниже. Вы поняли? Значит, вам показываю с этой стороны. Прописная вот так и вот так. А если заглавная, если прописная ниже, на уровне строки, скажем, и палочка ниже. И, наконец, омега. Омега. Так, омега пишется вот так. Прописная. Ну, что-то вроде нимба, да? Вот так, прописная. Заглавная прописная вот так. Значит, это что означает? Это две буквы О. Вы поняли, да? Отсюда происходит. Вот две буквы О. Длинная О. Омега. Но мы сейчас ее не так длинно не произносим. Вот так и так произносится буква О. Теперь вместе со мной повторяем. Значит, листки круги. Макуте, вы меня слышите? Макуте? Нет. Непа. Непа. Значит, произносим. Альфа. Вита. Смотрите, греческая буква Вита или Б наша, или В, да? Вита, да? И она на все европейские языки переводится как буква Б. Поэтому в греческом написано Авазгия, Абхазия, да, античное название, Авазгия. Поэтому, когда мы переводим, пишем Абазгия. Абазгия, почему там сигма
перед гласными читается как «з», но пишется «с», да? Но вот сейчас букву «в» запомните. Да? Там не произносится она как «б», не передается в греческом языке. Для передачи буквы «б» в греческом языке, в новогреческом, существует дифтонг. Вот вы поняли, вот это, когда, допустим, они пишут мою фамилию, они пишут, это буква «д», «нд», да? «Два», вот так они пишут. Не так, как бы мы написали, да? «Д», да? Потом «Б», «альфа» и «Ро». Нет. Видите как? Поэтому это сейчас нам не нужно. Дальше. Вита, гамма, дельта. Вот буква «Д», она не как «Д» произносится, да? Как «Д», дельта. Дельта. Даже чуть-чуть, я бы сказал, ближе к «в» русскому, да? Дельта. Дальше эпсилон, зита, ита, фита, йота, каппа, ламда, ми, кси, омикрон, пи, ро, сигма, таф, ипсилон, фи, хи, пси, омега. Значит, я не требую заучивания алфавита наизусть, смысла никакого нету. Хотите, заучите, но правильное произношение, да, этих слов должно быть, и вы должны несколько раз в день, в течение 2-3 недель, запомните, в следующий раз, когда вы придете, вы должны говорить альфа, вита, гамма, дельта, эпсилон, зита, ита, фита, йота, каппа, ламда, ми, никси, омикрон, пи, ро, сигма, ту, ипсилон, фи, хи, пси, омега. Теперь обратите внимание на первые 2 буквы. Альфа, вита. Что вам напоминает слово? Запомнили? Да. Альфа, вита. Теперь, значит, друзья мои, вот здесь я один момент пропустил, я сейчас напомню. На айфоны свои или там на любые гаджеты скачаете, вот там видите, значит, iPhone приложение, да? Google переводчик, Greek Dictionary, SkyGR, это телевидение греческое, приложение в айфоне, то есть он в свободном доступе. Дальше радио, там есть страны, найдете Грецию. Я вам рекомендую Real FM 97.8. Это лучшее, для меня, по крайней мере, греческое радио. Ее ведет Никос Хатзиниколаус, такой очень греческий известный журналист. Когда я учил в Греции греческий язык, я сидел вот так, одевал наушники, маленький телевизор и слушал. Да? И лучше всех осваивали греческий язык благодаря вот этому журналисту. Он говорит очень медленно, очень четко, внятно. Но я не знал, что кроме меня так все учили. Когда он выступал на греческом телевидении, на одной из передач, вот как «Вечерний Ургант», да, его пригласили, и он сказал, что, вы знаете, когда я выхожу на улицу, очень много иностранцев, которые работают в Греции, подходят меня и благодарят, потому что благодаря мне они говорят, что выучить греческий язык. Поэтому он все время там выступает, Real FM. Дальше. Хотите греческую музыку, Мелодия 99.2 и так далее. Значит, отдельно зафиксируйте вот это, вы для себя сфотографируйте, потом я тоже вам скину. Это Библия на разных языках, и вы сможете там слушать, читать, и какие-то очень простые тексты, они легко тоже усваиваются. И, наконец, сегодня последнее. Значит, хочу, чтобы мы с вами не просто
Да, не просто какие-то слова заучили. Смотрите. Апокалипсис святого Иоанна, в котором сказано «Эго име то альфа και το омега, λέγει Κύριος ο Θεός», современный. Так? Теперь смотрите, точнее, древнегреческий. «Эго име то альфа και το омега, λέγει Κύριος ο Θεός». Новогреческий. «Эго име το альфа και το омега, λέει Κύριος ο Θεός». Я альфа и омега, первая и последняя буква греческого алфавита, здесь они олицетворяют полноту и завершенность, начало и конец, говорит Господь Бог, то есть говорит Христос. Видите, как греческий алфавит употребляется в Священном Писании. Вот когда вдруг вы что-то из этого прочитаете или посмотрите какой-то фильм, много фильмов снимают по этому апокалипсису, всех нас интересует конец мира, да? Значит, катастрофа и исчезновение мира. Вот. И вот там вы встретите вот эту фразу «Я альфа и омега». В данном случае это означает первая буква греческого языка и последняя, то есть полнота, вот, завершенность. Вот это означает. И запишем в завершении следующие слова, которые вы тоже должны запомнить. Тем более теперь уже вы знаете, как писать. То ксерете, знаете? Нет, не патер. Не патер. А если вы хотели бы сказать, что вы не знаете? Охи патер. А если вы не можете ни так, ни это сказать, как вы продемонстрируете? Так, пишите, пожалуйста. Значит, уже с изученным нашим апока, или там, смотрите, здесь вы видите отсюда, как вам удобно, да, друзья мои, кто с этой стороны? Апокалипсис. Значит, снятие покрова откровения, да? Откровение. Снятие покрова откровения. Теперь смотрите, пишите. Иоанну. Это винительный падеж. Ну, я для чего вам записываю? Такое широко распространенное имя. Джон, Иван, да? Иван и все остальное. Это все от греческого или еврейского, заимствованного Иоанну. Абсашала. Они жмут. Нахихану жмума. Значит, Иван Хаудзмишинахцо. Абсурдшачом Иоанна, не Иова, Иова это Иов, Иоанна и Иоаннис. Значит, лучше, когда вы не используете это слово, передавать греческую форму. Не Иван, а Иоаннис, Иоанна. Вы знаете, что в абхазской мифологии существует такая древняя песня, которая используется, когда существует обряд, связанный с Аджипша и так далее, и так далее. Дат Иоанна. Вот. Займитесь происхождением этого слова, и многое для вас по-другому будет, значит, видеться. Дальше. Очень важное эго. Значит, какое мы это во всех языках используем? Эго. Да? Эгоизм. Да? Дальше. Имя. Я просто, это все мы отдельно тоже будем учить, но я вам даю, чтобы вы знали. Есть глагол, есть. Вот имя «я» есть. Лей. Говори. Очень важное слово «о Кириос». Значит, Господь. Вот на абхазском языке тоже используйте всегда слово «кириос», да, «хахду». Не «хакиту», это немножко искусственно придуманный термин. Вот я еще застал, когда значит, поколение моих бабушек, когда они обращались к братьям деда, старшим братьям, да,
они хотели сказать, что он господин для них, да? Они говорили «хахату». Они не говорили «исыпыту», как мы сейчас, следуя кальке начала 19 века, конца 19 века сделаем. И, наконец, это слово вы уже знаете, «орфеос». «Орфеос». Теперь повторяем за мной. Апокалипсис. Еоанну. Эго. Име. Лей. О Кириос. Орфеос. Значит, на сегодня, сейчас я посмотрю, мне что-то нет, все, слава Богу. На сегодня, позвольте на этом завершить свою лекцию. Друзья мои, бояться не нужно. Значит, все это вам кажется очень новым, непонятным, так все это освоится. С вашей стороны только должно быть одно – усердие, желание, дисциплина, которая необходима. А вот когда вы уже освоите это потихонечку, хотя бы азы, где-то через полгода, когда мы уже начнем смотреть греческие фильмы, старые, новые, передачи будем смотреть и так далее, вы увидите, что как это все легко усваивается. Есть вопросы? Кто из вас опоздал? Потом, сейчас, одну минуточку, кто из вас опоздал, запишитесь, пожалуйста, сюда в списочек, внесите себя, чтобы мы потом, вас мог в одной группе всех собрать и скидывать ту или иную информацию. Значит, друзья, еще один метод есть, кто особо усерден. Значит, фильмы, очень много фильмов в Ютубе или же в интернете, в каких-то сайтах можете поискать, где, например, если вы знаете английский язык, да, английский фильм, субтитры греческие. Греки не озвучивают никогда фильмы, чтобы вы знали, да, они не озвучивают фильмы, как и многие страны, потому что я не могу смотреть тот же фильм, когда, например, Роберт Де Ниро говорит по-турецки, да? Это невозможно, да, вот это слушать, вот, или там на каком-то другом языке он говорит. Поэтому очень многие английские фильмы, которые показываются в Греции, и сериалы, они субтитры на греческом языке. Потом, когда вы чуть-чуть лучше освоите, я вам дам сериалы, современные греческие сериалы, там про семью, про школу, про обыденную жизнь, очень интересные, значит, развлекательные, чтобы вы могли все это слушать. Да? Ну и, конечно, греческая современная музыка, она тоже очень интересна, там я всегда ролики тоже вам делаю и так далее. Все это у нас. Вопрос, пожалуйста, у вас был. Да. Буква гамма. Да, пожалуйста. У нас здесь она, я так понял, Вот сюда, пожалуйста. здесь она вот такими. Ага. Вот так. Да, да. А вы сделали Нет никакого. наоборот, то есть крючок здесь, а здесь вот. Да, То есть это это не имеет никакого значения. Это уже дело привычки. Да. И второй вопрос Да. некоторыми словами вот, «о» стоит. Да. Что это означает? Артикль. Да, мы с вами, у нас будет отдельная лекция, артикли, греческие артикли, потому что это важнейшая часть греческой грамматики. Значит, слово определяется по артиклю, да, не только по окончанию, да, но главным образом по артиклю. То есть мужской, женский, средний род, число, все это определяется с помощью артикля. В этом смысле математически, извините за эту фразу, да, читаешь текст. То есть там нет у тебя сомнений, о чем идет речь, но и самая главная функция артикля раскрывается даже в начальных словах Евангелия от Иоанна, когда он говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог и так далее. Там присутствие артиклей показывает самое возвышенное понимание учения триадологии, суть триадологии христианской, исключительно артиклях. Не зря греческая буква йота, да, даже йота играет роль, такая фраза есть, да, даже йоту нельзя выкинуть, да, из слова. Это тоже немаловажно, потом я вам объясню, откуда это происходит. Но артикли мы с вами еще рассмотрим. Следующий урок, друзья мои, значит, вы выучите вот эти все слова. Карточки вы мне продемонстрируете.
Значит, на слово я говорить не буду, либо поисповедуйтесь, скажете: батюшка, каюсь, что ничего не сделала, ничего не сделал за эти дни. Карточки мне продемонстрируйте, слова я вас спрошу, и следующий урок у нас будет, чтобы не было загруженности грамматики и так далее. Мы с вами выучим первый диалог по-гречески. То есть «здрасте», «как дела?», «как тебя зовут?» и так далее, и так далее. Да, вот обычный, самый простой диалог, который вы уже можете, значит, если вы это освоите, можете считать, что там похвастаетесь в университете или на улице, там, значит, что вы уже владеете греческим языком. Спасибо. Да, пожалуйста. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μιλάτε στα ελληνικά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Все, спасибо за внимание.